Здравствуйте! Время новостей на канале «Новый век», в студии Чинчека Шпукол. Коротко о главном. В Кызыле объявлен режим ЧС. Каковы последствия и куда обращаться, если есть имущественный ущерб? Смотрите в нашем выпуске новостей. Стихия, обрушившаяся на Кызыл, настигла и другие населенные пункты. В селе Буренхем Кахемского района разрушена кровля Дома культуры. В Туве зарегистрировано 3 случая укуса людей змеями. Среди пострадавших один несовершеннолетний. А теперь об этих и других событиях более подробно. 29 июля вечером в Кызыле прошел сильный ветер, сопровождавшийся градом и дождем. В результате несколько районов столицы остались без электроснабжения. Дождевыми потоками были затоплены приусадебные территории и подвалы частных домов в районе правобережных дачных обществ. Эти кадры облетели все социальные сети Тувы. Те, кто находился в помещении, сняли происшествие через окно. А кому-то повезло меньше. Ветер застал их в транспорте и на улице. Начиная с 18:30 вечера после града 29 числа у нас было в общем где-то пострадавших 7 человек обратилось чисто после града. Были травмы, ушибы, раны, растяжение связок, когда люди спотыкались, подскальзывались, падали. Все. Самые серьезные повреждения это были раны с переломом пальцев. Роман Давынол второй день борется с последствиями бури. Работы впереди еще много. Весь сквер усыпан ветками и листьями. Мы в выходной день пришли убираться. Деревья вырваны с корнем. До сих пор пытаемся убрать все. Вчера не успели, сегодня, видимо, тоже не осилим. Из-за сильного ветра без электроэнергии остались около 100 многоэтажных и более 2000 частных домов. Массовое отключение было необходимо, делится исполняющий обязанности главного инженера АО «ТВ-Энерго» Алексей Таранков. Основные отключения пришлись на Кызыл, Кахемский и Суткольский районы. Крупный град нанес повреждение кровли трансформаторных подстанций, из-за чего произошло ее протекание и перекрытие изоляции ведущих частей электроустановок. Произошло разрушение изоляторов воздушных линий. Порывами ветра вызвано падение крупных веток и деревьев на провода линии электропередач на 4 киловольта. Для ликвидации технологических нарушений были задействованы 8 бригад, 11 единиц бригадной специальной техники, направлены бригады из других энергорайонов республики в помощь кызылским энергетикам. В настоящее время массовые технологические нарушения отсутствуют, но поступают и отрабатываются единичные заявки от абонентов. Чтобы узнать состояние линии электропередач и когда дадут электроэнергию, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу мэрии столицы по номеру 2 31 42 или позвонить на горячую линию АО «ТВ-Энерго» по номеру 8 800 380. В минувшие выходные во время массовых технологических нарушений, которые произошли в городе Кызыле и в республике Тыва, телефон диспетчерской службы компании «ТВ-Энерго» разрывался от шквала звонков от потребителей. Все спрашивали и требовали, когда же в наших домах будет электричество. Хотелось бы пояснить нашим уважаемым гражданам, что диспетчер компании «ТВ-Энерго» не обязан отвечать на звонки людей, которые требуют, когда в их домах появится электроэнергия. Диспетчер в первую очередь обязан обеспечить безопасный допуск бригады на линию электропередачи для скорейшего устранения неполадок. В 17:55 на пульт оперативного дежурного в службу гражданской обороны поисково-спасательного отдела поступил звонок. Район правобережных дач подгорной зоны затопило ливневыми дождями. Дежурная и резервная смена выехали на место ЧС. Улицы в результате сильных ливней оказались затоплены. Дороги и тротуары превратились в реки. Всего затоплено 9 улиц. Машины были зарыты в грязь. По словам заместителя поисково-спасательного отдела, было эвакуировано 7 человек, 3 из них дети. Эвакопункт располагался в 8-й школе. Подходили к домам, такая помощь нужна, чего там помочь имущество там занести наверх, в сухое место перенести. Ну, например, вот по улице Тупиковой, там была бабушка инвалид с 2 дочерьми и ребенок маленький. У них сам дом был затоплен полностью. Подвал, в доме вода, ограда вся в воде. И там немножко возвышенности стоит юрта. Вот мы туда все помогли перетащить. Всего затопило 35 домов. Спасательная операция была завершена 00:30 ночи. Но тем не менее все экстренные службы до сих пор находятся в режиме повышенной готовности.
Улица Тувинстроевской досталась больше всего в Кызыле, но находится на правом берегу. Сейчас тут очень много лужи, разбиты беседки, огороды, затоплены дома. Елена Старосельцева, одна из пострадавших. Грязевой поток обрушился на ее огород. Ничего, что было выращено собственными руками, не осталось. Радовались, снимали град на видео. Потом началось что-то вообще ужасное. Когда затопило ограду через отдушины, да вообще там, наверное, со всех щелей, вода хлынула в дом, сорвала крышку с подполя полностью. И вот смотрите, до какой вышины была вода в доме. Затопило все. Вот что не успели понять, что на полу стояло, то ушло под воду, короче. Оксана Алдунол – соседка Елены Старосельцевой. Ее дом также стихийное бедствие не обошло стороной. Гараж, огород и подвальное помещение дома – все затоплено. 29 июля ближе к вечеру внезапно пошел град, ветер, ливень. Грязевой поток пошел к нам с горы. Мы на улицу даже выйти не успели. Подвал заполнился. Продувало закрыть не смогли, вода была ледяная. В мэрии города были организованы мобильные группы по расчистке проезжих частей, откачка луж. Была задействована вся техника коммунальных служб. Проведены заседания КЧС на республиканском и муниципальном уровне. Также организованы субботники с участием коллективов, волонтеров и сотрудников мэрии. Всего 200 человек. Все работы планируется завершить сегодня. На случай, если будут снова дожди ливневые, значит, мы определились, комиссионно выехали, значит, будут прокопаны водоотводные канавы практически до дамбы. В районе дамбы будут сделаны, значит, накопители, где будет производиться сбор воды со склонов гор. И у нас имеются на базе благоустройства насосы, 3 штуки в огромной производительности до 250 метров кубических в секунду. Пункты временного размещения принимают пострадавших в 8-й школе. Если нанесен ущерб, столичная мэрия предлагает написать заявление в 105-й кабинет. В выходные дни принимают в 103-м кабинете. Организованы выездные комиссии по определению суммы ущерба. Денежные средства будут выделяться из федерального бюджета. При необходимости ущерб возместят из муниципального бюджета. Диана Баямбугусерес-Ховалы, телекомпания «Новый век». Сразу после сильнейшего ветра с градом глава Тувы Шалбан Караул через соцсети обратился к жителям республики. Штормовое предупреждение сохраняется на ближайшие дни, поэтому нашему соцблоку нужно предусмотреть экстремальный план для больниц. А Минтрансу следит за ситуацией на сложных участках автодороги Тувы. Земляки, паниковать не нужно, но важно быть осторожным в дальнейших поездках на перевалах. Сегодня по итогам переклички с районами пострадавших, к счастью, нет. Также глава региона заверил, что повреждения универсального спортивного комплекса Субидей будут устранены, а крыша восстановлена, так как объект находится на реконструкции. Стихия, обрушившаяся на столицу, настигла и другие населенные пункты. В селе Бюренхем Кахемского района от мощнейшего порыва ветра сильно пострадал местный клуб, сорвало крышу. Кроме того, сельчане на 2 дня остались без света и связи. В Бюренхеме побывала наша съемочная группа. Сотрудники Бюренхемского дома культуры готовились к районному надому, когда на них обрушилась стихия. Не успели даже добелить полностью здание. Увидев черную тучу, разом ринулись в клуб, говорит директор. Кровлю дома культуры снесло моментально. Из образовавшихся щелей пострадала и внутренняя часть здания. По счастливой случайности никто не пострадал. Ну, будки сейчас специалисты там считаем, документацией там занимаемся. Ну, определенно я сейчас никак не смогу сказать. Ну, посчитаем там, сколько. Капитальный ремонт Дома культуры был произведен в 2012 году. Тогда за 13 миллионов рублей полностью сменили крышу и обновили здание. Ущерб для населения огромный, говорит директор, ведь в одном здании находились концертные, спортивные залы и библиотека. Больше всего пострадал книжный фонд. Книги уже начали разбирать, некоторые дадут на хранение в кабинет директора клуба, пока полностью не отремонтируют здание. Из-за прошедшего урагана пострадали вот из-за того, что снесло крышу, дождь пролился внутрь библиотеки и пострадали вот потолки наши навесные, и из-за воды книги, пострадали книги.
Дом культуры не единственное пострадавшее от стихии здание. У кого-то кровля улетела, а кто-то остался вовсе без забора. После бури сельчане на 2 дня остались без света и связи. Бригада электриков начала свою работу сразу после сильного ветра. На 3 села всего 6 мастеров. Ночью было сложно, видимость плохая. Вечер все. Но опору повел 10 киловольт, опора упала одна возле садика. Техника пришла с Арексепа, конечно, вызвали бурокран, невозка. Начали приступать, устранять работу все. В первую очередь, село Суббазю включили, подано напряжение, все нормально. И на следующие дни Зубовка, и Бринхем, и Кундусту. Жалобы буренхемцев по поводу ущерба все еще поступают в местную администрацию. Можем сказать, что это какой-то вид торнадо. Он был таким частично был. Лесничество, старое лесничество пострадало, очень сильно пострадал даже сельский дом культуры. И частично, где это в советское время был склад. И тут стадион. В стадионе. Рядом находится Субурган, а в Субургане так и флажки так и висят. Сегодня в районном центре в селе Сарексеп создана специальная комиссия, которая подсчитает материальный ущерб от прошедшей бури как Дому культуры, так и частным домам. Чинчиса Мугабу, Яна Юн, телекомпания «Новый век». Тему продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в студии заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Туве Алексей Викторович Хавалых. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Викторович, какой силы достигал ветер в Кызыле 29 июля? 29 июля по территории Республики Тыва прошел комплекс неблагоприятных метеоявлений. Был обусловлен сильным ветром. Скорость ветра составляла, по данным гидромета, до 22 метров в секунду. Также это был у нас сильный ливень, гроза, град. Вот такие неблагоприятные явления. Какая работа была проведена сразу после бури? Соответственно, органы управления и силы были переведены в режим повышенной готовности. Проведено информирование населения. Работал телефон доверия. Было принято 29 звонков от населения. У нас оперативно выехала оперативная группа. По сообщениям это в район правого берега, потому что от населения поступали сообщения о том, что в результате сильных дождей у них частично потопило приусадебные участки. Сегодня какая оперативная обстановка? На данный момент из-за тех неблагоприятных метеоявлений у нас было восстановлено электроснабжение частично по городу. По потопленным участкам вода ушла. На данный момент мэрии города Кызыла будет сформирована рабочая группа по оценке ущерба. Стоит ли населению ждать еще каких-то неблагоприятных погодных условий? Что хотел бы сказать для нашего населения. У нас в последнее время, по данным гидромета, это комплекс, эти неблагоприятные метеоявления, они участились и будут продолжаться, может быть, какое-то время. Поэтому мы рекомендуем для населения это в случае урагана, бури, если вы находитесь в здании, это необходимо, чтобы были закрыты окна, двери, находиться подальше от окон. Желательно это занять коридор, туалет, ванну, во избежание попадания осколков. Если же вас сильный ветер застал на улице, то постарайтесь держаться подальше от высоких деревьев, легких конструкций каких-либо. Желательно находиться в подвале или в защитном сооружении. На крайнем случае зайдите в подъезд и закройте дверь. Что касается движимого имущества, нередкий случай, что люди очень переживают, что машина находится на улице, а там град, ветер сильный. Я, конечно, понимаю, в данной ситуации необходимо заблаговременно принимать все меры. Это поставить машину на специализированную стоянку или в гараж. У тех, кого, скажем, нет такой возможности, постарайтесь оставлять свои автомобили также подальше от деревьев и каких-нибудь зданий, которые подвержены разрушению. Что же делать тем людям, которых
вот эти вот неблагоприятные погодные условия настигли в пути, в дороге? Рекомендуется для водителей, если их застигла стихия такая в пути, необходимо остановиться, в первую очередь перейти на крайнюю правую полосу, включить аварийную сигнализацию, выключить автомобиль и дождаться, пока пройдет стихия. Это самое главное. Если же, скажем так, при сильном ливне началось подтопление интенсивное, да, и вы уже замечаете, что автомобиль начинает тонуть, необходимо его покинуть и перейти на возвышенность какую-либо. Памятки для населения. Вот для граждан, у которых есть доступ к сети интернет, подробную информацию о правилах поведения в тех или иных ситуациях вы можете найти на сайте МЧС России. Это www.mchs.gov.ru. Там есть памятки для населения, это конкретно по всем ситуациям, которые могут в жизни произойти. Горячая линия номер? Номер горячей линии – это у нас 5 девяток. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Туве Алексей Викторович Хавалых. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Носить шубу может еще и рано, а покупать самое время. Горячие скидки от знатных мехов. С 28 по 30 июля в спорткомплексе имени Ярыгина. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Встраиваемый духовой шкаф «Электролюкс» по интернет-цене 14 990 рублей. РБТ.ру. Продолжаем выпуск. В Туве зарегистрировано 3 случая укуса людей змеями. Один случай произошел в детском лагере отдыха «Байлак» на берегу озера Чагатай. Установлено, что 11-летнего подростка укусил уж. Ребенок был незамедлительно осмотрен, никаких признаков получения токсической реакции не выявлено. Покраснений и отеков на месте укуса не было. Тем не менее, медиками лагеря было принято решение о его госпитализации в республиканскую детскую больницу, где он был осмотрен узкими специалистами. Проведено полное медицинское обследование. Повода для беспокойства не выявлено. Укусы, но уже ядовитых змей получили 17-летняя девушка и женщина 60 лет во время отдыха на Аржанах, Чазылых, Барунхемчевского и Арголик-Тандынского районов. В обоих случаях укусы получены в ногу. В настоящее время больные госпитализированы в токсикологическое отделение республиканской больницы номер 1. Состояние обеих удовлетворительное. Проводится лечение, с момента поступления состояние больных значительно улучшилось. В связи со случаями укуса змеи с учетом сезона отдыха Министерство здравоохранения Тувы обращается к населению с призывом о соблюдении мер предосторожности во время нахождения на лоне природы. В случае получения укуса необходимо незамедлительно обратиться в ближайший медицинский пункт. Эфир продолжит наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». 28 июля, в день крещения Руси, в Туране состоялась церемония освящения нового князь Владимирского храма. Освящению храма предшествовал трехдневный крестный ход, который двинулся от Кызыла. Его возглавлял епископ Кызылский и Тувинский Феофан. Территория православного комплекса будет благоустраиваться. Кроме здания храма появился и братский корпус. Там будут жить священнослужители. Здание Свято-Иннокентьевского храма, который был основан до этого момента, сохранят. Глава государства подписал поправки в закон о связи, которые должны поставить точку на возможности нелегально распространять сим-карты. В законе теперь есть пункты, которые обязывают операторов связи с июня 2018 года активировать только те сим-карты, которые закреплены за конкретным гражданином, даже если они были взяты у мобильной компании по договору с юридическим лицом и оформлены как корпоративные. В Минздраве Тувы можно получить возмещение расходов по оплате проезда до места лечения и обратно. Возмещение полагается гражданам, направленным в медучреждения за пределами республики для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. В случае, если проезд не оплачен заранее фондом социального страхования. Такого рода льготы предоставляются людям с ограниченными возможностями здоровья. Также заявление на возмещение расходов по оплате проезда можно подать, если медпомощь получали несовершеннолетние дети, страдающие редкими заболеваниями.
Президентом России был подписан закон, который регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняет понятие «дачное товарищество». Документ оставляет только две организационно-правовые формы – садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, тогда как огороднические предназначены только для выращивания овощей и фруктов. Построить там можно лишь временные хозяйственные постройки. На первичном рынке жилья на конец первого полугодия 2017 года стоимость квартир в Туве находилась на уровне 41 625 рублей за 1 квадратный метр. Рост относительно аналогичного периода прошлого года в среднем составил 0,4%. На вторичном рынке жилья цены снизились в среднем на 3,5%. При этом 1 квадратный метр жилой недвижимости стоил 47 501 рубль. Ряд субъектов России не успевают к 1 сентября 2017 года завершить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в минувшую пятницу на брифинге в Челябинске. 10 регионов России, скорее всего, не выполнят программу в срок, среди них и Тува, говорится в сообщении. По словам Степашина, несмотря на невыполнение государственной задачи, жители этих регионов не будут брошены на произвол судьбы. По решению президента Владимира Путина срок программы будет продлен до 1 января 2019 года. Также он добавил, что глава государства дал поручение правительству к июлю 2018 года подготовить и внести на рассмотрение в Госдуму новый закон и новую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день выполнено 75% из всего объема запланированной программы, однако в новом жилье нуждается еще порядка 1 миллиона человек. Напомним, федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья началась в России в 2013 году и завершается 1 сентября этого года. К этому сроку регионы обязаны завершить строительство нового жилья, ввести его и переселить туда граждан. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 54 копейки, а евро 69 рублей 68 копеек. И в завершение выпуска о погоде передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды, в студии Муза Черепанова. 1 августа днем в Кызыле малооблачно, дождь, возможно гроза, плюс 23, плюс 24 градуса. Вечером и ночью ожидается пасмурная погода, дождь с грозой. Температура воздуха составит плюс 16, плюс 17 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 13-18 метров в секунду. Давление 703 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле немного неспокойное, относительная влажность воздуха 60%. Местами по республике Тыва ожидаются грозы, сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра от 16 до 21 метра в секунду. На этом все. Всего хорошего. До свидания. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Всего доброго и до свидания.